Любительская Кавказ Файтинг Лига ежегодно проводит около 8 соревнований по грэпплингу, джиу-джитсу и ММА. В Центре олимпийской подготовки Лига развернула 3 площадки для состязаний по смешанным единоборствам. Около 10 весовых и 6 возрастных категорий. Самым юным спортсменам по 6-7 лет. Рахим Хутиев из Нового Реданта 5 лет оттачивал навыки борьбы, а 2 года занимается смешанными единоборствами. Юноша стремится стать новым чемпионом в самых известных промоушенах мира. Нормально. На турнире Кубок Кавказа по ММА собрались более 600 человек из Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, а также команда из Астрахани, которая приехала в составе около 25 человек. В первую очередь я доволен организацией турнира. Все на высшем уровне, призы замечательные, условия сделаны. Лишних моментов нету никаких, все на высшем уровне. Пятикратный чемпион по грэпплингу Южного федерального округа и обладатель нескольких поясов, 12-летний Мухаммад Назиров, также приехал в Ингушетию показать свое мастерство. Успех хороший. Первый бой выиграл досрочно, второй бой решением судей. Мы очень долго подготавливались к этому турниру. Тренер говорил, что это важный турнир, нельзя проиграть. Организаторы постарались, чтобы максимально обезопасить детей от травм. В частности, используются пластиковые шлемы, которые задерживают удар в лицо. Важно, что привнесли ряд изменений в правила. Например, запретили удары локтями. Другое преимущество турнира Кубок Кавказа в том, что проигравших здесь нет. Есть победители и призеры. Мы делим количество людей на четверки, и в этой четверке один становится первым, один вторым и 2 третьих места. Мы это сделали для того, чтобы у детей был интерес. Сегодня ты третий, там пару турниров станешь первым. Ну, по-любому без места не уйдешь. Турнир Кубок Кавказа посвящен участникам специальной военной операции в рамках реализации партийных проектов «Единой России» в год защитника Отечества, объявленного президентом страны Владимиром Путиным. Эту работу партия «Единая Россия» проводит системно. Мы эту работу проводили, впредь будем проводить разные спортивные мероприятия для укрепления физического состояния нашей молодежи, крепости духа и морально-нравственного воспитания. Все это нужно для того, чтобы наша молодежь была крепкая, чтобы была оплот защитников нашего Отечества. Победители турнира по ММА Кубок Кавказа получат чемпионские пояса, а занявшим призовые места будут вручаться медали и грамоты. Адам Мережков, Султан Магушков, Магаз 24.